прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум, главное сегодня. Тяжело в учении. Большая страйкбольная игра прошла в Гудермесе. Сколько локаций она охватила, какие задания были у участников и что получила команда победителей в качестве трофея. Танец под ритм биения сердца. В Грозном проходит международный фестиваль-конкурс танца имени Махмуда Эсамбаева. О географии участников и многообразии современных танцев в нашем эфире. Знаковые злаковые. Сбор урожая кукурузы требует определенных навыков и умений. С полей Очхой-Мартановского муниципалитета собирают урожай кукурузы. Сколько тонн культуры уже собрано? Два дня боевых действий, 4 игры с уникальными заданиями и, конечно же, неповторимой локацией. Все это ожидало более 200 человек, которые прибыли в республику для участия в 8-м большом страйкбольном игре «Гудермес Рус осень-2023». Для обеспечения игрового процесса были задействованы багги «Чабурз» и автомобили «Урал». Репортаж Лейлы Муртазовой. Команды страйкболистов соревновались между собой на протяжении нескольких дней до базы Российского университета спецназа. Участники военно-тактической игры «Гудермес Рус осень-2023» меняли разные локации, они были максимально приближенные к реальным боевым действиям. В игре принимало участие из страйкболистов из различных регионов Российской Федерации. Многие из них приезжали к нам уже не в первый раз, хотя были новички. В течение 3 дней, включая и ночные фазы, у нас проходили соревнования, проходила игра на разных локациях Российского университета спецназа. Участие в игре приняли свыше 200 страйкболистов со всей страны. Они были разделены на 2 команды «Единство» и «Коалиция». Для них был представлен большой тактический город, частный сектор и коттеджный поселок. Вместе с тем игра проходила среди холмов, высот и в лесном массиве, а также в горных долинах. Кроме игрового процесса, участники мероприятия прошли ознакомительные занятия по таким направлениям деятельности Российского университета спецназа, как штурмовой альпинизм, снайпинг, спортинг, игровая подготовка и даже совершили поездку на багги «Чабурз». По итогам игры определили победителя. С небольшим отрывом от команды «Единство» со счетом 122 и 120 выиграла «Коалиция». Побеждает страна «Коалиция». Участники с большим восхищением отозвались об учебном центре и заверяют, что с каждым годом участие в игре становится все зрелищнее и интереснее. За что я люблю Гудермес? Это полное погружение, жить в казарме, соответственно, проживать это все со своими товарищами боевыми на кроватке. Это очень здорово. Всем рекомендую сюда приехать. Это одно из лучших событий моей жизни, когда я первый раз посетил Гудермес. Поэтому все прекрасно. Всем рекомендую. Всем замечательно. Очень. Организаторами мероприятия выступили университет и оргкомитет «Стратег». Российский университет спецназа ежегодно предоставляет площадку для страйкболистов, а также все условия для проживания. Лейла Муртазова, Магомед Басаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Танец – это как отдельная вселенная, в которой отражаются эмоции, чувства, ритм каждого человека. 114 танцовщика из 13 стран представляют свои номера в Грозном на 14-м международном фестиваль-конкурсе танца имени Махмуда Эсамбаева. Сколько номинаций представлено на мероприятии и о многообразии культуры расскажет Амина Тупилагова. Первым делом участники фестиваля приняли участие в шествии. Профессиональные танцоры из 15 стран мира и 36 регионов России, в том числе с ДНР и ЛНР, прошлись по бульвару имени Махмуда Эсамбаева. Этот фестиваль назван именем Махмуда Эсамбаева, нашего земляка, чеченца, которым мы очень гордимся, который танцевал все танцы этого мира, все танцы. И поэтому мы приглашаем на наш фестиваль
со всего мира всех людей, чтобы они показали свою культуру. Каждая страна и республика в своих национальных костюмах приветствует жителей Грозного. Этим они показывают единство и сплоченность народов на пути мира и стабильности. Завораживающее зрелище никого не оставило равнодушным. Нам здесь очень нравится, мы сюда очень часто приходим. Мы еще тут лошадок видели. Официальное открытие международного фестиваля конкурса сольного танца имени Махмуда Эсэмбаева состоялось в концертном зале в Войнах. Артистов встретили на красной дорожке. Донецкая Народная Республика. Египет. Начиная мероприятие, гостей и участников поприветствовал министр культуры Чеченской Республики Муса Дадаев. Он поздравил всех со значимым событием и поблагодарил участников. Разрешите от имени главы Чеченской Республики, от себя лично всех вас поздравить с этим днем, с этим мероприятием. На гостеприимной чеченской земле, в городе Воинской славы, в городе Грозном. Махмуд Эсэмбаев не просто был человеком, а он был легендарным человеком, многогранным человеком, артистом. Сегодня я смотрю на этот зал, и здесь вижу людей разных национальностей, разных конфессий, вероисповеданий. Удачи вам всем. А жюри, чтобы справедливо выбрало самого лучшего. Чеченская Республика радушно встретила участников фестиваля, порадовав гостей зажигательным танцем в исполнении ансамбля «Войнах». Второй день начинается с конкурсной программы. Участники соревнуются в двух номинациях – сольный танец и парный. В каждой по 36 номеров. Компетентное жюри чрезмерно внимательно следит за каждым представлением. Критерии оценки членов жюри – это прежде всего высокое исполнительское мастерство, это сам танец, как он поставлен, соответствие музыки, характера, костюма. В общем, там очень много составляющих, которые члены жюри в своей оценке руководствуются. Очень интересные, зрелищные номера, уровень исполнения очень высокий. Участники показали номера в различных жанрах. Это классические, стилизованные, современные и, конечно же, народные танцы. Я приехала из Республики Калмыкия, представляю государственный академический ансамбль песни и танца «Тюльпан». Впервые приехала на этот конкурс. Для меня очень приятно и радостно здесь находиться, видеть всю разную нашу культуру нашей страны, нашего мира. Пока одни конкурсанты блистают на сцене, другие за кулисами времени зря не теряют, разминаясь перед своим выступлением. Мария Слипченко приехала из Донецкой Народной Республики. Для нее участие в фестивале как глоток свежего воздуха. Кроме того, это отличная возможность посмотреть на свое будущее под мирным небом в составе Российской Федерации. Ведь когда-то и Чеченская Республика вернулась в родную гавань, пройдя похожий путь. Мы очень счастливы. Для нас это огромная честь приехать в такой замечательный город, в Чеченскую Республику. Нам очень понравилось. Мы, конечно, еще не успели прямо посмотреть все достопримечательности, но вот вчера поучаствовали в шествии, посмотрели главную мечеть. Нам безумно понравилось. Очень радушные, гостеприимные люди. В общем, мы счастливы, что мы здесь. В фойе концертного зала проходит выставка конкурсных работ. Участие принимали учащиеся школ и центров детского творчества региона. Все посвящено памяти Махмуда Эсэмбаева, его делу и его родному краю. Этот фестиваль учрежден главой Чеченской Республики в целях увековечения памяти великого Махмуда Эсэмбаева. Махмуд Эсэмбаев жил на разных эпохах и в Советском Союзе, потом при разных политических властях, но должное ему не отдал никто, как наш действующий глава, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Фестиваль-конкурс проводится в регионе в 14-й раз. Получается, что следующий год будет для него юбилейным во всех смыслах. Ведь в 2024 году исполняется 100 лет со дня рождения легендарного танцора Махмуда Эсэмбаева. И организаторы обещают грандиозный праздник творчества.
Танец – отличный способ самовыражения. Он говорит сразу на всех языках и объединяет людей в разных точках планеты. Кроме того, его смысл намного глубже. Он раскрывает культуру разных народов мира. Амина Тупилагова, Мусор Хаджиев. Вести. Чеченская Республика. В Грозном проходит региональный этап всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования». Целью является выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования. 3 финалистов с нашей республики из 33 участников в ноябре будут бороться за звание лучшего в Москве. Турпал Али Тайсумов узнавал, какие задания выполняют участники. В полуфинале регионального этапа всероссийского конкурса «Флагманы образования» принимают участие 30 педагогов из разных образовательных учреждений Чеченской Республики. Он проводится с целью выявления талантливых, креативных учителей и повышения престижности данной профессии. Министр образования и науки региона Хошбауди Дааев отметил высокие позиции республики в сравнении с другими субъектами страны по количеству созданной инфраструктуры для работников данной сферы. Прежде всего, конечно же, здесь нужно упомянуть и о темпах развития системы образования республики, в котором, простому примеру, 27 новых школ за один 2023 год. Я не знаю, может ли какой-нибудь еще регион таким похвастаться. Это, конечно, не только наши дети получают новые пространства, новые условия, современные условия, обучаться, находиться в школах. Но это, конечно же, требует большого количества педагогов, новых решений. В ходе отбора учитывались важные критерии. Среди них умение работать в команде, решение тестовых заданий по управленческому и преподавательскому делу. Организаторы конкурса рассказывают, что его особенность – это увеличение профессиональной и, в первую очередь, молодой рабочей силы. Главная цель нашего проекта в этом году – это формирование кадрового резерва для российской системы образования. Проходит этот конкурс во всех регионах Российской Федерации. На конкурс было зарегистрировано больше 106 тысяч человек. Буквально сейчас, в течение 2 недель, проходят во всех регионах полуфиналы. Полуфиналисты утверждают, что для них это возможность становиться лучше и совершенствоваться в своей профессии. Решила участвовать в данном проекте, потому что он дает в первую очередь горизонтальный опыт. А горизонтальный опыт, он очень важен для педагога. Также это новый этап, новая ступень в педагогической деятельности. Для меня этот конкурс в первую очередь это профессиональный и личностный рост. Это ресурс для развития не только управленцев, но и простых педагогов, талантливых педагогов в сфере образования. Профессиональное жюри отберет только 3 лучших учителей. Они будут представлять республику в последнем этапе. Учитель создает нацию. Этими словами первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджикадыров, описал всю пользу и важность людей, посвятивших себя этой замечательной профессии. Имена счастливчиков регионального этапа будут известны позднее, а финал всероссийского конкурса состоится в Москве в ноябре этого года. Турпал Али Тайсумов и Сайтамин Мусаев. Вести. Чеченская Республика. Полезную и вкусную чеченскую кухню представили на гастрономическом фестивале «Широкача». Мероприятие прошло в высокогорном Нажаюртовском муниципалитете. Каждый район региона приготовил ряд национальных блюд, но со своим оригинальным подходом. Дегустацию провела и моя коллега Медина Мударова. Старые добрые чеченские песни, живая музыка, вкусная еда и приятное общество. Селение Биной Нажаюртовского района стало эпицентром культурного и гастрономического наслаждения. Ежегодный фестиваль «Широкача» вновь открыл свои двери. بركلش بوخش شدول شخص عني بتعدادات ويملخش ريوني لدغشي دخك نونا خزني شتو ديل قيتم وبعنيستو وي بير بريزيدنت احمد عج دال غازوت قبل دوتسن تو اربع قنيات وي باتشول يلوش بونيات وي باتش حنر لسلوها شادق اشادو بيركت وي ميال يلوشتك. Гости смогли насладиться программой звездного тура. Артисты эстрады и творческих коллективов Чеченской Республики исполнили зажигательные песни. Не обошлось и без танцев. Близко народа моего, в глубинах сердца колыбель ее.
Особое внимание уделили изюминке этого дня – гастрономический конкурс. В нем приняли участие 11 муниципальных районов региона. Задача – приготовить лучшее старинное чеченское блюдо пачах галнаш. Оценивали их автор книги «Кухня войнахского народа» Хадижат Мавлатова, заведующая кухней главы республики Хава Шамилова, а также именитые кулинары с Москвы. Когда схватывается это тесто, вынимают, смазывают маслом, а это сметана с яйцом и обратно в духовку, пока не подготовится. Да, это очень вкусно, когда горячее. А в приготовлении конкурсного блюда нужно учитывать множество критериев, с которыми и поделился искусный кулинар. В каком-то районе хейш галнш, деюнс галнш, пача галнш по-разному назывались и по-разному готовились. Радует, что они нашли этот рецепт. Они готовились как из кукурузной муки, так и пшеничной муки. Главное, чтобы они были фаршированы разными начинками. У нас татиш – это щирица луговая, которой мало сейчас кто пользуется им также, потому что делали щирица луговой и чепа, и вареники, пачах галнаш, также с сушеным мясом начинка, с черемшой, разные, но самое главное, заданную задачу выполнили. Фестиваль стал не просто событием для гурманов, но и настоящим путешествием в мир культуры. Каждый район республики представил свою мини-выставку традиционно чеченских изделий. Ну а любители изобразительного искусства нашли свое вдохновение в конкурсе «Осень в Биное». Здесь 30 художников представили свою интерпретацию этой прекрасной поры года. Главная цель фестиваля – показать культуру, богатство и всю красоту чеченских обычаев. Они складывались веками и передавались из поколения в поколение. خيل خلق وعني عوال شغنا ديلا نجيت أنا عشت سلوشي نسي ليجين جو حوش اللي ليشين بوخش عشت خز غلق ناقع دي سندو تخن تعجوش تك غلق دو غلق دو. В числе гостей не только жители республики, но и гости из других регионов России. Как они сами признаются, на подобных фестивалях побывать еще не удавалось. В этот день они узнали много нового о чеченцах и их традициях. Мы, честно говоря, попали очень случайно сюда. Мы приехали с туристической компанией «Шангиреев тур» на экскурсию с 2 группами. И, соответственно, заехали сюда и увидели, что здесь гастрономический фестиваль. И попробовали со всех столов практически. Все очень вкусно. Впечатлили и то, что выступали, и то, что пели. Не забыли и о здоровье. Был организован День открытых дверей медицинских учреждений республики, где каждый смог получить ценные рекомендации от лучших врачей региона с акцентом на профилактику кардиологических и онкологических заболеваний. Желающий может сдать кровь, получить важную информацию по профилактике ВИЧ-инфекции. Также граждане проходят тестирование на ВИЧ и распространяем информацию по противодействию распространению ВИЧ, поскольку каждый гражданин должен знать об данном заболевании и как себя уберечь от инфицирования. Фестиваль – это уникальное сочетание искусства, культуры и здоровья. Гости смогли встретить единомышленников и обогатить свой внутренний мир. Этот день, безусловно, останется в памяти каждого. Медина Мударова, Шамсудин Джабраилов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Ранняя диагностика и борьба с раком молочной железы. Под такой эгидой в Республиканском онкологическом диспансере прошел День открытых дверей. Все желающие женщины получили возможность бесплатно пройти обследование на современных аппаратах УЗИ, попасть на консультацию к онкологам-маммологам, получить рекомендации по профилактике и лечению онкологических заболеваний. Отмечу, что при раннем выявлении данного недуга удается добиться высоких результатов лечения в 95% случаев. Данное мероприятие направлено на выявление, но и на пропаганду внимания именно наших женщин к собственному здоровью. Потому что прежде всего результат нашей работы, результат борьбы с таким недугом – это раннее выявление. Все это предоставляется абсолютно бесплатно, и кроме того, сегодня посетить может каждый желающий до последнего больного. Осенью время для сбора урожая кукурузы. В Ачхой-Мартановском муниципалитете идет уборочная кампания. Общая площадь посева занимает 1300 гектаров. Если попытаться коротко описать эту культуру, мало калорий и много пользы. Получится так. Как проходит процесс сбора и в чем особенность, расскажет Валентина Гусевская. С
Сбор урожая кукурузы начинается ранним утром. Первым делом необходимо запустить уборочную технику. Работа сезонная, поэтому в разный период количество рабочих достигает 100 человек. Сейчас на поле 25 рабочих. Трудятся в любую погоду, но это не проблема. Кабина комбайна оборудована всем необходимым и даже электронным голосовым помощником. Начинаю примерно в 6 часам утра, приеду на работу и там ТО сделаю, потом влага, все уйдет, тогда начинаем работать. В 9 там разных получается. 8-9 утром начинаем и до вечера, до 6. С начала октября собрали уже 200 гектаров или 1700 тонн кукурузы. Всего площадь посева занимает 1300 гектаров, на которых выращивают 7 гибридов кукурузы. Есть 2 участка для опытных гибридов. У каждого сорта свое время созревания и сбора. Сбор урожая кукурузы требует определенных навыков и умений. Например, настоящий агроном знает, что созревшая кукуруза растет дальше от дороги, в глубине поля. В этом году кукурузу, засеянную еще в апреле, собирают весь октябрь. В течение сезона за ней наблюдали, обрабатывали от вредителей и сорняков. Когда кукуруза подсыхает, каждый раз приходим, проверяем. Есть приборы специальные, замеряют влагу. Вот эти приборы показывают, какой процент влаги содержится в зерне. Вот по этой шкале ориентируемся на уборку. Июль и август этого года были особенно засушливыми. От недостатка осадков на полях оборудованы поливочные системы, установленные благодаря субсидиям Министерства сельского хозяйства республики. Вода поступает по трубам из каналов за полем. Разница существенна. Под поливом объем урожая достигает 110 центнеров, без полива 70. Во время сбора на поле работают 12 комбайнов и 12 зерновозов. Саму технику готовят за месяц до уборочных работ на готовность к сезону. Проводят профилактические работы. Техника у нас это лизинговая техника, приобретена с 2001 года, 40 единиц раствермаческая техника была, и с 2022 года, это первый год работы, 100 брэнксвермач, это Полесье называется, комбайна. Значит, наша задача, наше структурное позиционирование – это содержать данную технику в исправном состоянии, комплектовать механизаторами, и по заявкам, по заданию обеспечивать бесперебойную работу данной техники. После сбора кукурузу увозят на склад, где проходит первичная обработка и доведение до кондиции для долгосрочного хранения. Сегодня мы видим результат работы многих сотен людей, начиная от простых тружеников села, которые прикладывают героические, можно сказать, усилия выращивания как кукурузы, так и других культур, так и результат взаимодействия Министерства сельского хозяйства с подразделениями, которые работают на местах, потому что без их поддержки, без их финансирования мы не могли бы добиться таких результатов. Продают сырье частным лицам или переработчикам кормов. Часть урожая реализуют за пределами региона. Кукурузу используют в целях пищевой промышленности, а также на фермах для корма крупного рогатого скота. Валентина Гусевская, Ислам Ибрагимов, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. В спорткомплексе имени Виситы Кадырова в Аргуне прошел показательный турнир в честь чемпиона смешанных единоборств по версии ACA Арби Агуева. В нем приняло участие 20 юношей в 10 весовых категориях от 12 до 17 лет. Молодые спортсмены показали хороший уровень мастерства и высокую конкуренцию. За ходом соревнований следили известные бойцы ACA, они же вручали победителям заслуженные медали, кубки и грамоты. Спорт развивается, еще мозг, аура, либо направлен Алячу, либо направлен на высшем уровне. Рамзан Ахматович Кадыров для этого делает все во благо народа, во благо республики, зала, Шумагар до того, что дикхазалер, бери самугадол, хуза проявит вагон, хуза любительский лето, кида уже признан лето. Оха результат греч и нормально, ашихобой хузаич опыт. Ветераны футбола приняли участие в ежегодном турнире, посвященного Дню народного единства и приуроченного Году чеченского языка. Соревнование прошло в Грозном на футбольной площадке ГГНТУ имени Миллионщикова. 4 команды из Чеченской Республики, Дагестана и Ингушетии сыграли друг против друга. Состязались они по кубковой системе. По итогам ярких футбольных баталий первое место заняла команда в Войнах-1, второе Ангушт, третье Баба-Юрт и четвертое в Войнах-2.
Подобный турнир имеет ежегодный характер и направлен на укрепление дружественных отношений среди братских республик. Да, сегодня в рамках подпрограммы «Национальное развитие и межнациональное сотрудничество» у нас турнир по мини-футболу среди ветеранов 50 лет и старше. Межрегиональный турнир, тут участвуют команды из Ингушетии, с Дагестана, ну и 2 команды с Чеченской республики. Этот турнир, скажем, ежегодный, поэтому он способствует укреплению взаимоотношений, дружбы между представителями разных национальностей. Потом мы давно знакомы, вот наши друзья, товарищи, они приезжают к нам, мы приезжаем к ним. Вот такой вот турнир. Все его композиции перекликаются с настроением народа, сумевшего, несмотря ни на что, сохранить свой культурный код. Свое 70-летие отметил юбилейным сольным концертом исполнитель, продюсер, композитор, народный артист Чеченской республики и Ингушетии Али Димаев. На его счету более 500 песен, многие из которых стали хитами. О человеке, совершившем революцию в культурной жизни республики, в следующем материале. До сольного юбилейного концерта меньше получаса. Али Димаев в гримерной распевается. Зал заполняется зрителями, оживленно обсуждая предстоящее выступление. Хочется надеяться, что вечер получится очень таким семейным, добрым, что песни, которые я сегодня подобрал, придутся по душе моим дорогим слушателям. Я им очень благодарен за то, что они нашли время и стали соучастниками моего небольшого торжества, юбилейного концерта. Прежде чем бархатный занавес раскрылся, аплодисменты, приглашающие артиста, прозвучали не раз. Юбиляр, облаченный в строгий черный костюм, открыл концерт, исполнив песню «Слава людям». А без легендарной композиции Нохчичо не обходится ни один концерт. И это неудивительно, ведь это произведение до глубины души тронуло всех с первого его исполнения. Композиция «Нохчичо» идеально передает мысли каждого чеченца. Смысл песни прост. Лирический герой, видя страдания своей отчизны, считает, что лучше сам погибнет, лишь бы она жила и цвела. Автор стихотворения Абдулхамид Хатуев мастерски вплел в текст припева слова шахады. Поется про звезды, упоминается также образ сокола, древний символ, именем которого по сей день называют мальчиков. Юбиляр подготовил 15 композиций. Поздравить Али Димаева пришли и коллеги. Многие из них работали с ним еще во времена становления Димаева как артиста. Играли в одном коллективе «Зама», которая была первой чеченской рок-группой. В Большом зале филармонии имени Аднана Шахбулатова аншлаг. Много тех, для кого это первый концерт в их жизни. С удовольствием пришел, посмотрел и очень сильно впечатлился. Уже то, что Али Димаев основной на концерте, уже это событие значимое для республики, даже для Северного Кавказа в целом, потому что концерт этот для нас был очень долгожданным. Очень много впечатлений, очень много эмоций. Конечно, мы долго ждали этот концерт. Очень много наших самых выдающихся артистов принимали в нем участие. Поддержка была великолепная. Теплая атмосфера вечера прошла не только исполнением песен, но и с разговорами о прошлом и настоящем, о творческих планах будущего. Их, кстати, немало. Али Димаев все еще пишет и продюсирует молодых исполнителей. Рамзан Абуев, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.